Всем мира, друзья! Сегодня начнем разговор о взятии Казани, где мы постараемся поэтапно воссоздать события 1552 года. Алга. Итак, Третье царствие или ханствие на Казанском престоле Шаха Али не увенчалось успехом. Ему пришлось покинуть трон в марте 1552 года. Московский царь решил сам стать казанским ханом и присоединить таким образом все ханство к своим владениям. Сначала часть казанской аристократии поддержала это, надеясь свергнуть власть Шаха Али, но позже одумалась и попыталась восстановить независимость Казани. 9 марта 1552 года в Казани произошло восстание во главе с эмирами Чаплыком Атучевым, Али ибн Нарыком, Сеидом Кулшарифом и тюменским, возможно, мангытским беком Кибеком. Восставшие перебили русские гарнизоны и начали активные военные действия против русских войск. Они нанесли несколько поражений отдельным отрядам русских войск и осадили крепость Свияжск. Вскоре огнем восстания было охвачено все среднее Поволжье. На трон Казани весной 1552 года восставшие казанцы возвели астраханского султана Едыгара Мухаммада. Казанцы сразу после восстания стали готовиться к обороне, возводить укрепления, собирать войска и призывать союзников. Войска казанцев состояли из ногайской конницы хана Едыгара Мухаммада 3000 всадников и ополчения татарской знати до 10 тысяч воинов. К сожалению, в Казани практически не осталось пушек, поскольку весь арсенал был вывезен шейхом Али в Свияжск. В тылу русских войск Арского поля должна была действовать конница Мурзы Япанчи с ополчением арских беков численностью до 5000 всадников. Эти события показали русскому царю, что присоединить Казань мирным путем не удастся, и он начал подготовку к широкомасштабной войне на полное завоевание и истребление всех оказывающих вооруженное сопротивление. Несколько месяцев потребовалось для сбора и подготовки войск. Задержка была вызвана тем, что необходимо было отразить атаку крымских войск, стремившихся оказать давление на Москву. Однако попытка крымского хана сорвать планы русских войск не удалась. В сражении под Тулой 23 июня 1552 года крымское войско было остановлено и побеждено. На очереди была Казань. Главные силы русского войска начали поход на Казань 1 июля 1552 года двумя колоннами из города Коломна. Русскими войсками командовали сам царь Иван IV Грозный и его воеводы, князья Шемякин, Серебряный, Шереметьев, Курбский, Горбатый, Шуйский, Воротынский, Дьяк, Выродков и другие. Состояли они из отрядов поместной конницы, пехоты, стрелецких полков, артиллерии, а также татарской конницы шейха Али, которая составляла до 3000 всадников. Общая численность русского войска составила около 50-60 тысяч человек. Обе части войска соединились на реке Сура и 13 августа подошли к Свияжску. После непродолжительного отдыха войска начали переправу через Волгу и, не встречая сопротивления, закончили ее 20 августа, став лагерем у стен Казани. Русские войска 22 августа начали окружать город и сразу же подверглись нападению татар. В ходе боя конные и пешие казанские стрелки сделали вылазку и попытались помешать развертыванию войск, но были оттеснены обратно в город. Отбив вылазку, русские полки полностью окружили город и 23 августа начали планомерную осаду. Передовые отряды русской армии начали осадные работы, которые неоднократно прерывались вылазками казанцев. В частности, по словам летописи, стрельцы по воеводскому повелению на другой стороне Булака к городу закопались во рвы и не дали из города татарам вылезать. И баня камена Даирова Завома под городецкую стену, и в бане стали казаки воеводскую посылку, и пушки, которому тех стен были привезти. Через 2 дня, 25 августа, Ертаул, то есть передовой полк, был отправлен за Казань на Арское поле, а полк правой руки на другую сторону Казанки, чуть ниже города. Все эти перемещения сопровождались вылазками казанцев, пытавшихся нанести урон осаждавшим и не дать им осуществить блокаду города. В одной из таких схваток был тяжело ранен воевода Ертаула князь Юрий Иванович Шемякин. Активность казанцев затрудняла действия русских войск, сковывала их, но подавляющая численность их позволяла им отражать атаки казанцев и даже, неся потери, продолжать окружать город. К 26 августа под стенами Казани установилось примерно такое положение.
Передовой и большой полки встали на Арском поле, полк правой руки с частью легкой конницы на правом берегу реки Казанки, сторожевой полк у устья реки Булак, полк левой руки вдоль стен посада по реке Булак, отряды Шейх-Али близ большого полка, а потом переместились к Арскому полю. Резервный царский полк за полком левой руки на Царевом лугу. Основные силы казанцев также были сосредоточены близ царских и арских ворот, а также у Аталыковых ворот и на Булаке. Следующим шагом царских войск стало сооружение напротив ханских, арских, Аталыковых и тюменских ворот специальных укреплений, состоявших из высоких валов и башен, стоявших напротив казанских воротных башен. На них были отправлены полки князей Воротынского и Троекурова. После сооружения валов 29 августа на них были установлены орудия. Обстрел города, который вели из валов, около 150 пушек, а также с высоких деревянных башен, туров до 10 пушек и 50 тюфяков, наносили большой урон стенам города и его защитникам. Это была новая, невиданная еще в Восточной Европе тактика осады. Русские войска обучались ей немецкими мастерами, непосредственно участвовавшими в боевых действиях под Казанью. В ответ казанцы отвечали огнем из пушек и пищалей, делали вылазки, стремясь разрушить туры и укрепления. Вылазки казанцев поддерживались атаками конницы и панчи со стороны Арского поля. Вот как описывает эти вылазки участник осады Андрей Курбский. Когда вынесут на высокую башню в крепости громадное бусурманское знамя и начнут им махать, тогда ударят бусурманы боевым порядком со всех сторон из лесов по всей мощи и быстротой по христианским полкам. В это же время из крепости через все ворота делались вылазки на наши шанцы, при этом так крепко они и храбро сражались, что трудно поверить. И далее он сетует. И действительно, ежедневно в течение 3 недель происходило это несчастье, так что зачастую не давали нам употребить крайне скудное наше питание. Однако артиллерийский огонь наносил слишком сильный урон осажденным. Не имея возможности противостоять ему, казанцы решились на отчаянный шаг. В ночь на 30 августа казанцы собрали свои лучшие отряды у царских ворот и внезапно атаковали русские позиции. Атака увенчалась успехом. Не ожидающие ночного штурма русские отряды были разбиты и бежали, бросив укрепления и артиллерию. Казанцы попытались увести часть пушек в крепость, а туры подожгли. В это время на выручку русским войскам двинулись большой полк и другие резервы. Развернулась кровавая битва, озаряемая огнем горевших башен. Дело дошло до ожесточенной рукопашной схватки. Всю ночь шел бой, во время которого казанцы разрушили часть укреплений, сожгли туры и уничтожили значительную часть пушек. Вот что пишет тот же самый воевода Курбский. И однажды сделал вылазку сам Карачи с ханским двором, и с ним чуть ли не 10 тысяч войск на наши шанцы, где стояли в укрытии тяжелые орудия. Сами бояре с царским двором, а с ними около 10 тысяч войска, и в такой вступили жестокий и крепкий бой против христиан, что всех наших отогнали было далеко от пушек. Но подоспело дворянство Муровского воеводства, поскольку стан его располагался где-то поблизости, и тотчас они опрокинули Карачий со всеми их силами. Но во время этого боя казанцы понесли тяжелые потери. Был убит один из организаторов обороны Бек Ислам Нарыков из клана Аргын, а также военачальники Сюнчалей Батыр и Башканда. Эти потери оказались невосполнимыми, и больше казанцы долгое время не предпринимали подобных крупных атак, ограничиваясь действиями небольших отрядов. Но и осаждавшие, потеряв часть осадных башен, усилили их охрану и не старались слишком близко пододвигать их к стенам. Одновременно русское командование поняло, что одним обстрелом города нельзя принудить татар сдаться. Было решено осуществить полную блокаду города. Стремясь обезопасить себя от нападений конницы Мурзы и Панчи, русские войска численностью до 10 тысяч воинов под командованием князя Горбатова-Шуйского 30 августа начали поход на его лагерь. В стремительном кавалерийском бою отряды Мурзы и Панчи были разбиты, и он отступил к Арску. Потом, собрав силы, он вновь атаковал русский лагерь, но во время боя, очевидно, погиб. Отбив атаку татарской конницы, русские войска 6-8 сентября двинулись на Арск. Летописец писал: «И пошли воеводы наперед, полки пошли пешие, стрельцы и казаки,
и как пришли на высокую город к острогу, а острог их рублен городнями и землею насыпан, а в ином месте многими засеками засечено, а сделан промеж непроходимых болот. Разоряя городки и села, уничтожая их жителей, русские отряды прошли Арскую дорогу. По данной летописи, всего было убито и взято в плен до 15 тысяч человек. Карачебек из клана Кыпчак-Явуш, глава Арской дороги, отступил, не приняв бой. Обезопасив себя с тыла, русские войска установили полную блокаду города и начали осадные работы и постоянные штурмы, разрушая стены города и изматывая силы защитников. Одним из главных успехов русских войск было то, что им удалось частично отвести Казанку от стен города и 4 сентября взорвать главный колодец города, затруднив снабжение осажденных чистой водой. Это был первый взрыв порохового заряда, заложенного в туннель под стены города. Русские летописи глухо говорят, что руководил этими туннельно-взрывными работами немецкий мастер. Европейская тактика ведения осадных работ, доселе невиданная здесь, доказывала свою эффективность. Против подобной тактики осады казанцы были бессильны и не могли ничего ей противопоставить. А руководимые немецкими мастерами осаждающие делали все новые и новые подкопы, готовя пороховые мины. Друзья, в следующем выпуске мы опишем события окончательного падения Казани. Ставьте лайки, делитесь комментариями и подписывайтесь на наш канал. И главное, изучайте историю вместе с нами. С вами был Ренат Хабибуллин и Татары сквозь время. Ассаламу алейкум, сау булагыз и до новых встреч. Пока.